Жители северо-западной части села Кирсово до сих пор не имеют питьевой воды. Скандал и интриги вокруг водонапорной башни, установленной в этом микрорайоне села, тянутся уже на протяжении 4 месяцев. А страдает от этого простой народ. 4, даже больше уже. Вот скоро эта скважина сойдется, я не знаю, с этими ссорами. Только из-за этого только может рухнуть или еще что-то. Тут вообще не было воды. Взять старые улицы, вот внизу Комсомольская, там человек умер, так и не дождался воды, не было воды. Международный фонд ФИСМА выделил средства на прокладку водной трассы в этом районе и установку водонапорной башни. Но по условию ФИСМы люди должны были вложить 30% средств. Сельчане по крупицам собирали эти деньги в надежде, что наконец у них появится питьевая вода. Сельсоветы в школе собрались, все. И дали эти деньги. Но нам сказали, что мы должны собрать 30%. Ну, так решили, что там каждой улице будет старше. Ну, мне предложили, чтобы я собирал. Я на газ собирал, и тут тоже собирал деньги. 750 лей, 750 или 780 лей собирал. Ну, дали почти все, но там единицы, если. А сейчас, видишь, как-то получилось, что вниз счет пошло. Люди вниз счет, все. Водная трасса была проложена, башня установлена. Не хватало порядка 700 тысяч леев, чтобы пробурлить скважину глубиной в 260 метров. За помощью, как отмечают жители села Кирсово, неоднократно обращались к башкану Гагаузии Михаилу Макаровичу Формузалу. Башкан, то, что выделил это топливо, нас вообще не приглашали. Мы неоднократно ходили. Я, Сергей Дмитриевич, депутат, несколько советников. Люди, жители, которые были, ходили к нему. Он нам все обещал, что вот вы делаете как бы трассу, и мы выделим деньги, будет и сегодня-завтра. После последний раз, когда я был уже, опять же, Сергей Дмитриевич, он сказал, создайте ассоциацию. Мы создали ассоциацию. Но когда было решение исполкома, что там они решали, мы не в курсе дела. Они выделили вот новому общественной организации, как она, башки или как она называется. Казалось бы, все работы были проделаны, башня готова к эксплуатации, но вода в дома граждан не подается до сих пор. Вроде бы, в чем проблема? Вот что случилось и зачем остановился этот вопрос подачи воды? Ну, потому что, как, та организация хочет присвоить себе его. Трасса по условиям ФИСМа, она не должна передаваться в частные руки. И тут как бы опять, я не знаю, почему так исполком поступил. И они первоначально все знали, что не имеют права передавать частные руки. И эти люди, которые в этой общественной организации башки, они не имеют никакого отношения, они не жители вот этого микрорайона, который сам же тот и Николов, и Перрон, они живут в другой части села, которая не относится к проекту. Примар села Кирсово Сергей Дмитриевич Сапунжи пояснил, почему на сегодня невозможна подача питьевой воды в микрорайон. Вблизи охранной зоны, где расположена артезианская скважина, башня в селе Кирсово, которая должна была уже 4 месяца функционировать. Но, к сожалению, что мы имеем? У нас есть сети, у нас есть башня, у нас есть артезианская скважина, но люди 4 месяца не имеют питьевой воды. А это из-за того, что общественное объединение башки противится постановлению исполкома на передачу артезианской скважины на баланс Примарии. По этой улице всего 2 общественных колодца, в которых вода накапливается очень медленно. Вот и получается, кто встает пораньше в 5 утра, наберут по 2 ведра воды, тот и успел. Повсюду уже цивилизация, котлы, ванны, стиральный автомат, а мы возим воду жижиками, говорит житель этого микрорайона Владимир Тамайлы. Жижиком возим, своими средствами. Допустим, у нас есть свой личный транспортное средство. Я иду, заливаю соляру, иду, плачу за жижик 30 лей и привожу. А кто не имеет своего транспорта, он платит за маленький жижик 60 лей, за большой 90 или 100 лей. И сегодня у всех, слава богу, условия уже есть, допустим, да, автоматы, бани. И это уходит в месяц, уходит минимум 5 тонн воды. Прокуратура Гагаузии наложила арест на водонапорную башню и передала ее под охрану Примарии Кирсово до вынесения судебного решения. Первые судебные разбирательства по этому вопросу будут проведены 2 апреля нынешнего года.